новостей на АТР. Пятница, 10 февраля, 1079-й день аннексии Крыма. С вами София Абляева. Вы смотрите «Заман». Сегодня в выпуске. Анкара не признает Крым российским. Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины. Гуманитарная помощь поступает в прифронтовые зоны Донецкой области. Від мешканців Дніпра ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування. Космические счета за отопление. Как сэкономить киевлянам? Неправильно снимаются показания. Почему-то за год поменялась площадь дома. Турция не признает аннексии Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев. Глава турецкого МИДа встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным. Накануне прошла встреча и с президентом Украины Петром Порошенко. Министры иностранных дел Украины и Турции договорились об отмене необходимости пользоваться загранпаспортами для граждан своих стран для взаимных визитов. Соответствующее соглашение будет подписано уже в ближайшее время. Наша цель, как и за прошедшие 25 лет, это сближение наших стран благодаря совместным проектам и стратегическому партнерству. Именно поэтому чрезвычайно важную роль играет стабильность и безопасность обеих стран. Турция полностью поддерживает территориальную целостность, независимость, суверенитет и политическое единство Украины. Ми домовились про це, нам залишилось доопрацювати технічні деталі, і ми дуже сподіваємося, що відповідна угода буде підписана найближчим часом. Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров также провели встречу с Чавушоглу. На встрече обсуждались вопросы, связанные с Крымом. В частности, говорили и о украинско-турецких отношениях. Глава Меджлиса Рифат Чубаров сообщил, что позиция главы МИДа Турции совпадает с позицией представительного органа крымских татар. Турция приняла официальные извинения России за убийство 3 своих военнослужащих. Траурная церемония прошла в турецком Газиантепе. Туда привезли тело одного военного, погибшего в Сирии в результате удара российских воздушно-космических сил. Кремль выразил соболезнования Анкаре, сообщил о непреднамеренности убийства. Якобы российские самолеты выполняли задания по нанесению ударов по целям террористической группировки «Исламское государство». Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь. В частности, продовольствие и теплую одежду жители Днепра отправили в поселок Ласточкино. Селяне рассказывают, в каких условиях им приходится жить в прифронтовой зоне. Тут також були проблеми із світлом. Це село також обстрілювалося. Тут також були проблеми із світлом, із їжею, із водою, із хлібом. Від мешканців Дніпра ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування, посуд, термоса для приготування гарячих напоїв. Все, що необхідно людям в умовах суворої зими. Огромное спасибо хочется сказать ребятам, вам, кто привез нам вот эту всю помощь. И, как говорится, и неоднократно, потому что неоднократно и попадает нам, конечно, здесь. Огромное спасибо. Мы, если честно, даже не думали, что, что так люди откликнутся. Нужна, конечно, помощь. Но только, как сказать, более морально. Газеты, журналы надо, чтобы были, радио, чтобы на украинском, телевидение на украинском. Вот тогда более это. А так сейчас включи телевизор, если просто антенна стоит. Значит, только с ДНР идет. Ну, и российская, и ДНРовская телевидение. Жителям Авдеевки помогают ремонтировать дома, разрушенные из-за войны. В результате обстрелов боевиками так называемой ДНР сотни жителей остались без крыши над головой. Бригады госслужбы по чрезвычайным ситуациям восстановили уже более сотни домов. Аккуратно, аккуратно. Давай, принимай. Слышим. Ну, молодцы, ребята. Так, по-человечески сделали.
отбили все как полагается. То есть до дождей должны выжить, чтобы дождь не пробил все. На сьогодні було надано допомогу 109 будинкам, які попали під обстріли. Ми виконали такі роботи, як плівкою забивали вікна та натягували плівку на дахи будинків. Несколько тысяч гривен за отопление. Что с этим делать? Эти вопросы активно обсуждают тысячи возмущенных украинцев после получения счетов за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Наша съемочная группа попыталась разобраться, откуда взялись такие суммы и как сэкономить. Этот сюжет готовится к эфиру, а мы продолжаем. Оккупированный Донецк простился с Гиви. На траурные мероприятия в честь главаря боевиков Михаила Толстых с позывным Гиви пришло несколько тысяч человек. По информации сайта Лига.нет, в некоторых вузах студентов специально освободили с занятий для обеспечения явки на прощание с Гиви. Похоронили его возле другого командира боевиков так называемой ДНР Арсения Павлова с позывным «Моторолла», которого взорвали в лифте в октябре прошлого года. Командир подразделения «Сомали» Толстых был убит 8 февраля в результате подрыва его кабинета. Почему крымские татары – коренной народ? Почему они считают Крым своей родиной и при этом не оказывают вооруженного сопротивления российской агрессии? Имеют ли крымские татары право на самоопределение? Об этом студентам Таврического национального университета рассказала эксперт по межнациональным вопросам Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Билицер. Да, очень интересная встреча. В принципе, я узнал очень много про крымских татаров. Є сенс, може, до таких лекцій, от якісь роздаткові матеріали давати їм, щоб вони більш знайомі були з сутністю проблеми. Бо, на превеликий жаль, надто нова для них тема, вони всіх цих речей просто не знають, а одразу на слух сприйняти дуже важко. І, ви знаєте, я би і курс для студентів би запровадила, хоча б в якості факультативу. Десятки россиян объявили голодовку в приемной Дома российского правительства. В частности, заемщики требуют решения проблемы валютной ипотеки в индивидуальном порядке. Москвичи сетуют на бездеятельность власти и ждут встречи с министром финансов России. Требуют перевести их кредиты в рубли по курсу валют на момент заключения договоров. Не приглашая меня на суд, было решение о продаже моей квартиры, которая стоила тогда 4200, за 3800, выселение меня в неизвестном направлении. И с меня еще 4 миллиона просят. То есть я 7 отдала, с меня банк просит еще 7 миллионов. Мы считаем, что именно позиция Минфина стала причиной этого катастрофического и безобразного состояния, в котором оказалась проблема валютной ипотеки. И мы вместе с ней. Мы утверждаем, что мы относимся к проблемной части портфеля валютной ипотеки банков. Мы утверждаем, что никто не должен быть наказан валютной ипотекой. Хендмейд по-крымско-татарски. В Киеве проходит трехдневная ярмарка рукоделия. Среди кондитерских, ювелирных изделий и игрушек свои работы демонстрирует и крымско-татарский мастер Рустем Скибин. Он предлагает как керамические предметы быта, так и элементы декора, украшенные крымско-татарским орнаментом. Ярмарка подарков, ярмарка рукоделия ежегодная. И я стараюсь участвовать на таких мероприятиях, представлять свои работы, представлять нашу культуру. Все орнаменты имеют семантику, читаются. Это очень интересно зрителям, покупателям.
Крымская татарка продолжает свое участие в песенном конкурсе «Голос Турции». В 4-м туре Севиль Меметова сразилась в песенном поединке с исполнителем Мехдухом Кызылкулом. Победу в дуэли Меметовой принесла песня Уитни Хьюстон «I will always love you». Таким образом, крымская татарка перешла в следующий тур и будет сражаться за звание лучшей певицы Турции. Сюжет о ценах за коммунальные услуги в Киеве готов к эфиру. Это обычная многоэтажка в рядовом спальном районе столицы. Однако ее жильцы были просто шокированы, получив счета за отопление за последний месяц 2016 года. За двухкомнатную квартиру я должна была заплатить 2320 гривен. Ну, за 48 квадратов эта сумма очень большая. В феврале месяце прошлого года у нас показания счетчика 193 гигакалории. За декабрь они выставляют 400 гигакалорий. Да, они взяли период за 37 дней, но за неделю 200 гигакалорий дом никак не может взять. Неправильно снимаются показания. Почему-то за год поменялась площадь дома. Коммунальщики считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что реальная площадь, которая отапливается в домах, больше, чем проходит по документам. Например, нелегально получают тепло заведения, расположенные на первых этажах или в подвалах зданий. Фактически за потребленное ими тепло вынуждены платить обычные жильцы дома. Кроме того, причиной завышенных счетов могут быть собственные соседи. Люди, які мають квартири, обладнані лічильниками теплової енергії, вони не завжди повідомляють «Київенерго» про величину показань цих приладів обліку. І приводить до того, що дійсно зростають ці платежі, причому нерівномірно всередині будинку. Работники ЖКХ советуют горожанам, не согласным с выставленными счетами за отопление, обращаться с жалобами к своему поставщику тепла. Можна офіційно звернутися повністю в цю організацію з проханням здійснити перевірку нарахування вашої присутності, і пояснення надати, і, якщо потрібно, відкоригувати це нарахування. Знов-таки треба виходити на місце і дивитися, що відбулося. По словам юристов, на жалобу жильца с требованием провести проверку и сделать перерасчет цены за тепло поставщик услуги должен ответить в течение 15 дней. Якщо йому не відповіли або відповідь є неінформаційною, він складає акт скаргу, відповідно реєструє її так само у постачальника. Якщо протягом 3 робочих днів немає відповіді на акт скаргу, після акту скарги це звернення до суду. Ми будемо супроводжувати навіть судові позови в рамках нашого проєкту. Представители многих общественных организаций уверены, что астрономические счета за отопление возникли по вине поставщиков тепла. Больше, чем календарный месяц выставлены счета, и поэтому они незаконны, все счета за декабрь. Второе. Показания счетчиков были сняты без присутствия жильцов. И вообще я берусь утверждать, что если бы прокуратура начала расследовать, то очень легко доказать, что вообще не снимались показания счетчиков. Представители антимонопольного союза в ближайшем будущем собираются открыть в каждом административном районе Киева общественные приемные, а также горячую линию для того, чтобы бесплатно помогать киевлянам добиться перерасчета счетов за тепло. Пока это все, уже через несколько минут на АТР. Не пропустите новую программу «Истихамет». Оставайтесь с нами, будет интересно.